Здравствуйте, меня зовут Андрей Павлов, и я актер Государственного русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Сейчас мы находимся на сцене Пушкинского театра в составе практически всей нашей актерской труппы для того, чтобы рассказать вам о нашей будущей новой премьере. Спектакль приурочен к знаменательной дате. Это День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Спектакль называется «Женщины 41-го». Режиссером спектакля выступил Бахтияр Абаев. Также Бахтияр Абаев является автором инсценировки того материала, по которому мы работаем. Автор изначальный, получается, у нас Заки Зайнуллин. Он рассказал эту историю, а Бахтияр превратил это уже в пьесу, на основе которой мы поставили спектакль. Спектакль приурочен к знаменательной дате. Это День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. История рассказывает о 6 женщинах, которые отправляются в тяжелый путь для того, чтобы увидеть своих мужей, которые ушли на фронт, и накормить их. Про своего персонажа могу сказать, что меня зовут Чалык. Я председатель этого колхоза, из которого 6 женщин отправляются в путь для того, чтобы накормить своих мужей, которые находятся на станции. И вот они отправляются туда, чтобы хотя бы увидеть мужей своих, помочь им, чем они могут. Зрителю будет, я думаю, интересно. Чалык председатель этого села, ему самому хотелось бы пойти на фронт, но кто-то должен оставаться за фронтом и сохранять порядок в этих селах. Он изначально вызывает противоречивое отношение, потому что он груб, он требователен, и как будто в нем нет ничего человеческого. Но в процессе мы начинаем уже видеть, что ничто человеческое ему не чуждо. Что встали сюда, идите! За старшую будешь. Будешь отвечать мне за каждую из них, поняла? Справку я вам тут сделаю. Тут фамилии всех вас 6. Если по дороге остановит милиция или еще что такое, покажете вот эту справку, понятно? Бери. Хочу сказать о том, что совсем недавно было важное событие в театральной жизни Туркменистана. К нам с мастер-классами приезжали наши питерские коллеги. Это была делегация из Александрийского театра, и они проводили здесь актерский интенсив и театральный менеджмент. Вот такой взаимообмен, он полезен для всех. То есть даже если к нам приезжают с мастер-классом, от нас уезжают, уже тоже что-то в себе приобретя. И это важный момент, потому что именно взаимообмен, на этом строится рост всей культуры. Все время что-то общаться, обмениваться мнениями и расти. Завершить свою речь я хотел бы, процитировав стихотворение нашего лидера нации Аркадага: «Всяк, кто зло затеял, зло совершать откажись. Народы — единое племя. Да здравствует мирная жизнь». Хочу пожелать уважаемому президенту Аркадагу Сирдару и лидера нации Аркадага крепкого здоровья, долголетия и успехов во всех дальнейших начинаниях. Также я хочу поздравить всех туркменистанцев с Днем Победы. И теперь мне хотелось бы предоставить слово главной героине этого спектакля Айларе Байрамовой. Как уже заметил мой коллега, пьеса повествует о том, что во время Великой Отечественной войны было место подвигу не только на передовых и на фронте, но было место подвигу и в тылу. И на долю женщин выпало очень много испытаний. Им пришлось попрощаться со своими родными и близкими, но также креп дух женщин, как и дух бойцов, воевавших на фронте. Пьеса, в ней нет боевых действий, в ней все очень жизненно, но через эти жизненные истории показана вся трагедия человечества во время Великой Отечественной войны. Меня сейчас беспокоит только мой муж. Голодный. В Раевке. А его, истощенного голодом, отправить на фронт. А вдруг вот так уедет и не вернется?
никогда не прощу. И как я в глаза буду смотреть двум его детям. Спасибо. Я хотела бы поздравить уважаемого президента Аркадаглы Сердара и лидера нации Аркадага с 78-летием Великой Победы. Пожелать им сил, крепкого здоровья и энергии для того, чтобы вести нацию к светлому будущему. Мама, когда придет папа? Скоро, сынок. Скоро придет. Пойди поспи, поспи. О маленьких подвигах женщин, матерей, жен, которые в непростое время остались в тылу, воспитывали детей, жили, радовались тому, чему могли, ждали своих мужей, давали им надежду. Благодаря этим женщинам, благодаря их маленьким подвигам стало возможно эта большая победа. Ценой своей жизни, ценой своего тяжелого труда эта победа была вырвана в далеком 45-м. Мы благодарны нашим предкам, мы помним, мы гордимся. Благодаря им у нас есть прошлое, и благодаря нашему президенту Аркадаглы Сердару и лидеру нации, герою Аркадагу, у нас есть мирное настоящее и мирное будущее. Поздравляю всех туркменистанцев с этим великим праздником. Здоровья каждой туркменской семье, потому что это победа каждой семьи и каждого жителя Туркменистана. Троицкая Светлана Борисовна, заслуженная актриса Туркменистана, работаю в Государственном русском драматическом театре имени Александра Сергеевича Пушкина. Женщина издревле воплощала в себе образец достойного материнства, преданности, мудрости, верности и добросердечия. В нашем спектакле главными героинями являются женщины, эти хрупкие, слабые существа, которые оказались настолько сильными и взвалили на свои плечи такую тяжесть, и выдержали, и перенесли весь спектакль благодаря тому, что их любовь, их чувство к своим мужьям вела их к цели. Они ее достигли, добились, выдержали, эти хрупкие, слабые существа. Наш Государственный русский драматический театр, в нем работают люди из старшего поколения. Мы все живем в взаимопонимании, взаимовыручке. Всех нас объединяет огромное чувство любви к нашей профессии, к нашей работе. Доченька, похоже, парень-то не женатый. Ой, течка, я даже не обратила внимания. Ой, парень мне понравился. Главное наполнить желудок. Сердце и разум чистые, душа нараспашку. А ты заметила, когда он ел? С такой нежностью на тебя посмотрел. По-моему, он влюбился. Ну скажешь, что же, тетя Гайша? Ты уже давно созрела. Тебе нужен муж. Вот тена! Придумай же такое, тетя! Ну разве может такое прям в глаза человеку сказать? Тихо, доченька, ну ты послушай меня. Может быть, тот, который сам своими ногами пришел к нам, судьба твоя. Если выпустишь птицу счастья, севшую на твою голову, всю жизнь будешь жалеть. Этот спектакль, он вызывает эмоции сочувствия, сопереживания, потому что в каждой семье, я уверена, что когда придет зритель, то наверняка в каждой семье кто-то воевал, и кто-то когда-то, дедушки, бабушки, воевали, были на фронте, погибли.
но у всех есть память о них, фотографии сохранились. Правильно сказала Настя Баландина, без прошлого нет будущего. Вот благодаря этому прошлому, тому, что они выдержали, выстояли во время войны, дали нам возможность жить в мирное время, заниматься своим любимым трудом, своим любимым делом. Низкий им поклон и большое-большое им спасибо. Хотелось бы еще сказать немножко про свою роль. У меня здесь роль, конечно, комедийная. Вот. Я играю тетушку Гайшу. Моя племянница, она тоже уходит вместе с этими девочками. Все вместе они уходят в этот дальний поход. Вот. И, конечно же, мы, все село, за них переживаем, ждем их, волнуемся. Но наша вера, наша уверенность в том, что они дойдут, увидятся со своими мужьями и вернутся назад, она, конечно, нас поддерживает. От имени всех работников и творческих деятелей Государственного русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина выражаем нашу безграничную благодарность нашему уважаемому президенту Аркадаглы Сирдару и лидеру нации Аркадагу, безграничную признательность за неустанную заботу о совершенствовании культуры и искусства. Желаем им крепкого здоровья, долголетия, неизменных успехов, благородной деятельности во имя процветания независимого, нейтрального Туркменистана, ибо для нас Туркменистан – святыня, смысл жизни. Мен Александр Сергеевич Пушкин адына Devlet Rus Drama Teatrının testi Magtumul Qurbanov. Yeniş günün 78 yıllığına biz sunat işgərləri öz soğudumuz bilen varıyaz. Zaki Zaynuli'nin 41. yılın ayarlar diyen. Bu piyasada neyem haqdaydılar? Ayal adamın öz oğuğunu, öz törünü qoruyuş haqqında. Çünkü hem zat oğuğun bitinliğinden başlaya. Yine bir zat şol spektakl biz üçün, yaş artistler üçün, yaş sunat işgərlər üçün ulu bir mektep bolup duruyor. Şu yerde maşqala söýgüsü, döwletine bolan söýgü, watanyna bolan söýgü, hemem öz eňinleşligiňe bolan söýgü. Bir bolsak, alyp çykyp bolmajak, kynçylygyň ýokdugyny ýene bir gezek suwd edýän sahna oýunumuz şu. Men sözlerimi goşky setirler bilen ejemläsim gelýär. Barmak 5 bolsa da bilegi birdir. Çeşmeler müňlerçe, bulugy birdir. Milletiň maksady dilegi birdir. Birdir biziň çöregimiz, yrskymyz, şu watanyň, şu milletiň nesli biz. Fursatdan peýdalanyp, hormatly prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza, Türkmen halkynyň milli lideri Arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Biz ýaşlar üçin sungatda şular ýaly mümkinçilik dörüp berýän üçin Türkmen halkyny, Türkmenistan diýen watanymyzy öňe diňe ýeňişlere, özgörüşlere alyp barýan üçin goý olaryň janlary sag tutjan, tutumly işleri rowaj alsyn.